Республика Татарстан – богатый край, густые леса, стремительные реки, бескрайние просторы. Но главное богатство – это люди, разные народы, которые испокон веков населяли эту землю, сливаясь в национальный калейдоскоп. Всем привет! Меня зовут Алина Руссу, и это программа «Национальный калейдоскоп». Мы приехали в русскую деревню Емельяново, которая входит в состав среднедевятского сельского поселения. Эта местность славится добрыми и отзывчивыми людьми, поэтому пойдемте скорее познакомимся с широкой русской душой. Что мы знаем о русском народе? Умеет танцевать казачок под балалайку и петь романсы под гармонь. Русские – это настоящие мастера построения бани, приготовления шашлыка на природе. Эх, а тепло уже близко, и скоро можно будет собраться на пикник. Ну а пока идет Великий пост, вместе с русской семьей Ватагиных мы приготовим не менее вкусное блюдо – постные щи. Раньше все готовилось в русской печи, и это все томилось в чугунных горшочках. Вот. Сейчас, конечно, мы замену сделали на глиняные, но я думаю, что должно получиться не менее вкусно. И печку заменили на духовку. А вообще раньше, как бабушка рассказывали, квасили капусту в кадушках, да, и всю зиму ее ели. Это было самое вкусное. Доставали в большое блюдо, ставили. И первый брал, конечно, мужчина. Да, и пока мужчина ложку первую не съест, никто не кушал. А потом уже все, как говорили, ложками только стучали. Давайте сейчас мы это все отправим обжариваться. Обычно всегда стараетесь супы готовить в горшочках? Если есть время, позволяет, то, конечно, да. Вообще у нас супы любят в семье. Да, и борщ, дети, и мужчины, да. И мы сами очень, да, супчики любим. Есть разница, сколько вот, или всю морковку мы туда? Ну, это на любителя. На любителя. В пост, в принципе, морковка в супе получается всегда сладкая, поэтому можно не жалеть. Не жалеем морковочку, в постное время особенно. Закладываем грибочки. Уже, конечно, идет такой аромат поджаренных грибочков. Грибы могут быть любыми, на ваш вкус. Кто-то, может быть, грибы не любит, можно обойтись без них. Я вот очень люблю грибы. Грибов тоже, чем больше, тем вкуснее? Ну, опять по вкусу. Ну и замена мяса. Да, это белок, замена мяса. Ага. И квашеная капуста. Квашеную капусту вы сами Да, квасите? конечно. Да, щи действительно являются традиционным блюдом русского народа. Первый раз их приготовили в IX или X веке. Представляете, именно тогда появилась и стала выращиваться капуста. Классические щи придумали еще в Сибири. Густая и ароматная похлебка надолго оставляла вкус насыщения и помогала пережить суровые зимы. Мне, как почетному гостю, доверили поставить щи в духовку. Очень важно, чтобы поставили холодную духовку, потому что глиняные горшки могут треснуть от температуры сразу. Все? Все, закрываем печь и ждем наши самые вкусные щи. Ну а пока наши щи готовятся в духовке, давайте познакомимся с семьей Ватагиных и их историей. На этом месте стоял дом предков, но со временем он начал разваливаться. Его перестроили и благоустроили. Семья очень любит свое место, которому уже больше 100 лет. К нам присоединилась мама Светлана. Корни ее с Лаишевского района, как и ее мужа. Сегодня его не было дома, но любовь и тепло к нему чувствовались на устах жены. Но мы познакомились с папой
Я работаю в Казани учителем уже долго-долго. Вот меня уже на пенсию собираюсь 44 года. Папа работал в пожарной охране. И так получилось, что мы с детьми пошли в цирк с классом. А я там, меня, в общем, оказывается, потом, как выяснилось, меня познакомить решили с ним. Вот, мы рядышком с ним сидели, и после этого стали встречаться. Я узнала, что он тоже уроженец Лаишского района. Я ездила сюда к бабушке. Был старый дом у них здесь, бревенчатый дом, и вот он уже покосился. И поэтому мои родители сюда приезжали, все лето они здесь трудились. Вот все они здесь, помидоры, огурцы, капусту, все выращивали, картошку, вот это вот большое поле, это все вот эту картошку они сажали. Мама с папой у меня, когда вышли на пенсию, вот они трудились здесь, с 5 утра встанут и до позднего вечера. Ну и потом, конечно, вот бросать было жалко, а дом уже старенький, и мы вот решили, конечно, вот всей семьей, зятья помогали, всей семьей мы вот этот дом построили. То есть даже не думали, не гадали, вот как-то вот так у нас получилось. Сейчас нам осталось обустроить только вот здесь огород. У нас пока там еще беспорядок. Самое главное. Да, это моя вот прям проблема, беда. Баню вот завершить, вот это. Семья русская, музыкальная. И дети мои, доченьки, они, конечно, музыкальные в папу. Таридари-тари-тай, 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 таридари-тай. Таридари-тари-тай, 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 таридари-тай. На дедов мы похожи, веселье любим тоже, кадриль забыть не можем, улыбка в ней и стать. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя, сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Ну, самый, наверное, традиционный праздник у нас это Троица и Пасха. Да, когда вот именно не только своей семьей, но и дальние родственники, да, все заезжают, да, именно в этот дом заезжают, все знают, что здесь был, и хоть он здесь обновленный, но всегда здесь кто-то есть, встретят, там всегда есть что на стол накрыть, да, свои те же заготовки, которые спасают. Родственники, которые Наташа приготовила, да? Родственники, они тоже уроженцы вот этого села Емельяново. Раньше много же здесь было жителей. Сейчас уже все поразъехались, только дачники здесь в основном. Ну, вот, и поэтому приезжают в основном на Родительскую и на Троицу. Вот самые большие праздники Троица. У нас тут очень много вот народу собирается. В общем-то, мы на кладбище ходим, и там встречаемся, и вот потом уже здесь собираемся. Да, в семье действительно очень много музыки, тепла и любви, но пора показать вам маленьких жителей этого дома. Мы в саду своем любимом научились петь, плясать, а еще как музыканты мы хотели давать сыграть. Которые на фоне играли и громко смеялись. Светлана – счастливая бабушка. У Наташи 2 сына – Егор и Ефим. У Марии – Роберт. Ребята тоже очень музыкальные и творческие. Покажи-ка, расскажи-ка, что это у тебя такое, Роберт? Шапочка такая. Шапочка такая. Пилоточка, да? Ты солдат маленький, получается? Ты маленький защитник своих мам и бабушки, да? Да? Ну-ка, песенку споешь? Знаешь какую-нибудь про солдат песенку? Нет? А какую песенку? Какая у тебя любимая? Катюша. Мой любимый праздник – это День Победы. Мы каждый год ходим на парад, поэтому ему вот запомнилось. Ефим, иди тоже. Ефим тоже у нас знает Катюшу. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. В семье не только поют и играют на инструментах от мала до велика, но и чтят традиционные наряды. И даже хранят многие предметы русского антуража того времени. Это костюм нашей прабабушки. По папиной линии ее звали Василиса.
Так получилось, что костюм сохранился в сундуках. Вот, мы бережем. И надо сказать, что я даже пробовала одевать. И чувствую себя как-то по-особенному. На мне костюм Чистопольского уезда. Да, это девичий костюм с передником, с красотой. Когда я пела в фольклорном ансамбле, мы, собственно говоря, брали за основу вот чистопольский вариант и шили костюмы себе по этому принципу. Здесь же и лапти. Да, вот лапти, конечно, Да, очень удобная обувь. Удобно? Да. Пока мы знакомились поближе с семьей и русскими традициями, у нас уже подоспели щи. Ну что, пора попробовать. Угощайтесь. Гости, дорогая. Ой. Сейчас Раньше попробуем. такие щи готовили в печке, но сейчас, Специально даже деревянную ложку мне дали, чтобы я говорят, распробовала. деревянный вкуснее. Да, не забирает никакие. Ой, как вкусно пахнет. Уверена, что по вашему рецепту, который дала вам ваша бабушка, это будут самые вкусные щи. Такие вкусные, такие вот они легкие, при этом очень густые. Мы приехали в дни Великого Поста, поэтому и стол был постным. Наташа сама делает заготовки, и поэтому нас угощали тем, что сделано своими руками. Разнообразные соленья, овощное рагу, вареники с квашеной капустой, да и пирог с капустой. В этой семье ее очень любят. Да и мед на столе тоже свой. Наелись мы до отвалу. Пора снова вспомнить старинные песни. И что-то большое откроется сердцу, такое, что жизнью моей не объять, и станет спокойно и сладко, как в детстве, ой, когда обнимала меня моя мать. Как же мне нравится ездить по деревням. Все тут как-то иначе, воздух другой, люди такие спокойные, нет суеты. Многие сейчас выбирают жизнь в селах. Так давайте узнаем, почему и для семьи Ватагиных это так важно. Это же наша душа. Это в нас вросло уже, и это, наверное, неотъемлемая часть нас. И эти места, и этот воздух, и даже вот заезжаешь, и кажется, что вот здесь птицы по-особенному поют, и лягушки по-особенному квакают. Вот. А звезды, знали бы, какие здесь звезды? Это ни с чем не сравнимо. Это называется наша малая родина. Всегда ведь знаешь, что можно приехать сюда и найти здесь успокоение. Ну и, конечно, когда дети рядом, счастливы, здоровы, все-таки за это Конечно, мы благодарность Богу и всем нашим родственникам. Тем более возможность передать эти традиции своим детям, навыки какие-то определенные. Но все равно они же слышат, они видят. И... Ну, топор, вот у нас дрова вот он колет. Обязательно Роберт подбежит, и я хочу как папа, там, я хочу как дедуля Коля, он его называет. Так что все передается. Да, действительно, село Емельяново притягивает своей добродушностью. Многое в Лаишевском районе появилось благодаря деятельности Павла Васильевича Щетинкина, купца, который жертвовал деньги на благие дела. Ну а мы перемещаемся в село Среднее Девятово. Нам покажут одну из главных достопримечательностей поселения – родник. Это наша достопримечательность. Этой территории когда-то вообще не было такой благоустроенной. И вот в 2008 году по инициативе нашего земляка Алексея Ивановича Демидова был благоустроен вот этот родник. Была построена часовня Николая Чудотворца. Оборудование купель. Здесь мы на крещение приезжает очень много людей окунаться в этот праздник. И вот уже 15 лет здесь проходит праздник родника.
прошлым летом, да, мы отметили юбилейный праздник. Это очень здорово. И получается, вот для всех людей, желающих, все это бесплатно, я правильно понимаю? То есть любой может приехать, набрать воды. Да, дело в том, что вода здесь кристально чистая. Все исследования, которые проходили, это показывают и подтверждают. И поэтому это место, оно популярно не только среди Лаишского района Республики Татарстан, но мы встречаем здесь и туристов со всей России. Поэтому здесь и русские, и татары разных национальностей всегда набирают воду, особенно в выходные. Здесь просто большое количество людей, которые приезжают за нашей чистой водой. И вот сзади нас вы видите уже построенный храм, тоже по инициативе Алексея Ивановича он был построен, курирует Алексей Алексеевич Демидов все строительство. Поэтому для людей, конечно, это большая награда иметь таких друзей, наставников, благодетелей на своей земле. Да, действительно, большое спасибо. Ну и, конечно же, хочется посмотреть на этот храм. В 2022 году был заложен первый камень. Владыка Кирилл, наш митрополит Казанский, Татарстанский, приезжал. И, собственно, жители нашего села давно уже мечтали о храме, потому что в нашем поселении 3 села. Это Смолдьярово, Емельяново, там есть храмы, они старинные. А здесь вот как-то сложилось так, что не было, но здесь на самом деле проживает самое большее количество людей в нашем поселении. И вот в прошлом году мы уже осветили купола, кресты, такую красоту. Недавно, вот буквально 2 недели назад, мы осветили колокола, которые были изготовлены в Ярославской области мастерами. Это настоящее чудо, потому что не везде, не в каждом храме, во-первых, есть колокольня, и теперь мы можем слушать этот звон, наслаждаться и душой просто восхищаться. Иконописцы приехали в Среднее Девятово из старинного иконописного села Палих Ивановской области, и мы решили подняться к ним, чтобы лично узнать, что же будет изображено внутри храма. Это алтарь. Алтарь расписывается, в принципе, в первую очередь, поскольку здесь будет ставиться престол, иконостас, и уже, в принципе, можно полноценно вести службу в храме. Даже без росписи 4К и трапезной. Вот. После освящения, естественно. А сколько вот по времени занимает роспись, например, вот одной такой комнаты? Ну, везде по-разному, в зависимости от задачи и от сроков, которые ставит начальство, вышестоящее начальство, и заказчики, и батюшки. О чем думаете, вот, когда занимаетесь храмовой живописью? Я вам не отвечу на этот вопрос. Не отвечу. Это у каждого свое сокровенное. Поэтому... Ну и как же без русской песни, звуков баяна и веселья? Пора окунуться в атмосферу праздника и радости с русско-народным ансамблем «Рябинушки». Это ансамбль «Рябинушка», очень зажигательные, очень такие заводные, поют русские народные песни. Давайте с вами немножко познакомимся, расскажите о себе. И еще они очень стеснительные. Ну давайте я с вами поболтаю. Ну расскажите мне о своем ансамбле. Расскажите, на чем играете, почему так любите музыку? Музыку, конечно, мы очень любим.
ансамбль организовался давно-давно, в 91 году, в прошлом веке, друзья. Ого! Вот это да! Ансамбль поет русские народные песни, современные, и всякие песни поем. Частушки и прибаутки тоже, не стесняемся петь. А есть какая-нибудь частушка? Может быть, вместе сейчас какую-нибудь частушку с вами, чтобы зарядить наших зрителей на веселое такое русское настроение? А? Нет, Владимир Евгеньевич, раньше только мы. Давайте, Владимир Евгеньевич, частушка от Владимира Я Евгеньевича. не частушечник. Давайте вместе, я вам помогу. Давайте. Давайте текст. Тогда я сейчас быстро придумаю текст. Надо придумать сначала. Мы сейчас придумаем текст, и специально для национального калейдоскопа мы вместе с Владимиром Евгеньевичем исполним частушку. Поехали! Мы девятовские девчата, по девятовски поем, кто ребят наших полюбит, того в речи И вот с 91-го года. И до сих пор. Собираетесь, скажите честно, на какие-нибудь праздники все Да, вместе? конечно. Собираемся, день рождения отмечаем, юбилеи. В общем, ансамбль. Где-то 10 человек у нас в ансамбле. Вот старожилы уже. Вот Татьяна уже у нас. Таня, с какого года? С 2000 года вот она поет. Я сама уже с 91 года в ансамбле. Как только Владимир Евгеньевич приехал к нам в средне 9-го, создал вот группу женскую, сразу, значит, мы начали петь. Без музыки, наверное, жизни уже не представляете, нет. да? Без гармонии, баяна, конечно, нет. Трагедия, я считаю. Я считаю. Вы правда. Без музыки как-то тяжелее живется, а с музыкой как-то легче воспринимать все, что происходит, правильно? Да, да. Какой-то, может, совет дадите начинающим музыкантам, молодежи? А то бывает такое, что вот начинают и забрасывают, да, и ходят в творчество, вообще вот их покидают. Знаете, у меня вот, знаете, вот какой молодежь? Молодежь, конечно, очень... Хотелось бы, конечно, чтобы молодежь вот присутствовала у нас, например, в нашем ансамбле. Хотелось бы. Мы, конечно, создали младшую группу нашего коллектива. У нас есть, и, как сказать, они... маленькие совсем. Второй класс, вот там 3-й класс. Есть ладушки. Вот, стараемся, как говорится, мы поддерживаем народные традиции, народные песни нашего села. Шумят тополя вдоль дороги, роняя листву на асфальт, а сердце в тревоге, что хочет оно мне сказать. Наверное, то, что на свете сел городов не счесть, а есть среди них 9-го село такое есть. 9-го село такое есть. 9-го судьба моя и честь. Ну что, конечно, хочется вас поблагодарить. Наташа, Маша, спасибо, что пустили нас в свой дом и показали русский быт. Уважаемые рябинушки, спасибо за ваш задор, за настроение. У нас в программе есть такая добрая традиция, где мы дарим символ народов, у которых уже были в гостях. И специально для вас из деревни Именьково Лаишевского района вот такая вот татарская национальная тюбетейка. Пожалуйста. Спасибо большое. Мы, в свою очередь, следующему народу тоже хотим от себя подарить наш национальный сувенир славянский. На ложках сегодня уже Наташа играла, вы все видели. С удовольствием дарим следующему народу. Спасибо. Ложки. Спасибо вам огромное. Обязательно передадим следующему народу вот такие вот славянские ложки. Ну что, наши зрители, а нам пора прощаться. До свидания. Как давно же я здесь не была, как давно я не виделась с вами. Жизнь по-разному нас развела, но
деревне живая душа, она тоже грустит вместе с нами. По деревне идем не спеша и грустим над родными полями. У деревни живая душа, она тоже грустит вместе с нами.